Дорога в 1000 километров начинается с первого шага, и шаг этот самый важный. Прежде чем стать счастливым обладателем водительского удостоверения и влиться в огромный коллектив автолюбителей, предстоит обучение нелегкому делу водителя. Елизавета Устян уже почти 3 месяца обучается в автошколе «Старт». Она уже изучила основные азы вождения. Успешное применение теоретических знаний на практике – главная задача для Лизы. Мы также проходили практику и теорию. Теорию мы проходили знаки, разметки и так далее, а в практике мы уже учились, как правильно парковаться, ездить и как чувствовать себя на дороге. Автошколе «Старт» уже 13 лет. Обучение здесь проходит в классическом стиле. Учебная программа подразумевает преподавание теории от простого к сложному. А поэтапное изучение теоретического курса облегчает процесс обучения вождению. У нас есть инструкторы, у нас есть автомобили. У нас автомобили есть и легковые, у нас автомобили есть и грузовые. То есть я как бы даже готов, можно так сказать, похвастаться в том плане, что у нас в нашей автошколе, то есть все категории водительских прав мы открываем сейчас, за исключением тракторов там, и сельхозтехники. То есть начиная от мотоцикла. За время существования автошколы было подготовлено свыше 3000 водителей. По словам руководителя «Старт» Тимура Кецба, сегодня смело и гордо можно заявить, что у учеников «Старта» лучшие результаты во время экзаменов. Такова статистика УГАИ МВД. В автошколе работают 3 педагога, имеющие большой опыт вождения. Относительно хорошие показатели, насколько мы сегодня, так скажем, контролируем, порядка больше 50% точно. Сдают экзамены, там среднегодовой, если взять. Школа старается идти в ногу со временем, постоянно совершенствуя учебно-материальную базу. Здесь уже разработано и внедрено собственное приложение для смартфонов, с помощью которого можно видеть онлайн-график вождения, а также решать билеты, адаптированные под ПДД республики. По каким-то причинам не пришел человек сюда. То есть вот сейчас с 6 часов начинается лекция вживую и так далее, и так далее. То есть не смог он попасть на эту лекцию, в 8 часов я сажусь, включаю программу Zoom и вживую, опять в онлайне, то есть человек заболел, человек сидя дома, то есть он все это просматривает, то есть задает вопросы, то есть реальное живое общение, реальные занятия точно так же в Zoom. Тимур Кецба также прокомментировал новое постановление об ужесточении требований к автошколам, а именно, что автошкол, в которых процент успешно сдавших экзамен на получение водительских прав ниже 60%, будут отзывать лицензию на обучение. В этом плане я, например, как бы с этим согласен. Почему? Потому что, по прошлому месяцу, если судить, там я вывел 35 человек на экзамен и 28 получили права, то есть там 2 или 3 со второго раза, но основное, получили с первого раза права. Мне не совсем сегодня, например, понятно и школам, как это в техническом плане будет считаться. То есть если это будет считаться, то есть всех тех, кого мы зарегистрировали и те, кто сдали, то есть вот этот процент, то, конечно, это будет не в нашу пользу. А если будет считаться те, кто хоть раз попал на экзамен, и, соответственно, из этих людей общее количество сдавших, то я думаю, что я буду только в плюсе. По крайней мере, наша школа. Контроль над деятельностью автошкол и отзывом лицензий на обучение возложен на Министерство просвещения. Мы даже автошколы не имеем права проверять. По поводу 60% статистики, это имеется в виду, в течение года человек пришел он может прийти 3, 4 и 5 раз. Если 3 раза человек не сдал, он перенаправляется на дообучение, и после этого может еще раз прийти, ждать у нас в автошколе. То есть статистика не имеется в виду, он пришел, и сколько человек сдало. Если так брать, то статистика будет от 10 до 15%. Но если брать годовую статистику, они обязаны поднять 60% и выше. На территории республики 16 автошкол. Ситуация в них оставляет желать лучшего, говорит начальник РО УГАИ МВД Дамий Авицба. С 1 числа 2023 года в силу вступил закон, то есть каждая автошкола, которая функционирует на территории Абхазии, должна иметь или в собственности, или в виде аренды автодром. То есть это не говорится, что каждая автошкола должна иметь. Мы встречались с автошколами, мы им сказали, что могут 2-3 автошколы собраться, создать эту площадку. Мы понимаем, что это финансово немало денег садится. На данный момент экзамен у нас проходит, у нас дают теорию.
потом должны они предоставить нам автодром, где мы будем принимать саму практику. Чтобы получить удостоверение водителя, необходимо сдать экзамены в РАО УГАИ МВД. Здесь 12 компьютеров, над которыми установлены камеры, ведь экзамены проходят в онлайн-формате. Возможности списать или подсказать нет. То есть камеры снимают не только видео, также снимают и голос. То есть и те люди, которые сдают, и те, которые принимают, их как бы держат под контролем. Мы каждому объясняем, что переговаривать нельзя, потому что каждое слово будет записано. В данный момент я с полной уверенностью могу сказать, что прийти сюда к нам в ГАИ, не обучившись в какой-то автошколе, оплатить какую-то сумму, взять права невозможно. Для этого я думаю, министр даже меня поддержит. Если у кого-то будет такое желание и прийти убедиться в этом, что реально так происходит, мы создадим комиссию, и этого человека можем вписать в комиссию, может поприсутствовать на нашем экзамене. Главная задача – повысить статистику сдачи экзаменов до 60%. По данным МВД, за 2022 год она составляет всего лишь 25%. Изменения в постановлении о лицензировании негосударственной образовательной деятельности вступили в силу с января 2023 года. Сария Кварасхеля, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.